Здравствуйте, друзья! С вами Лара Володина и наши новости на сегодня. Прилетели два самолета с хвостиками. Первый привез нам троих. Это лабрадора Фрэнка, худого с большой головой из ППЖ Питера, назвали мы его так, и малышку коротколапку черно-белую из вольера малышей. Все они, как всегда, поехали на платные передержки. Будем их откармливать, социализировать, прививать, стерилизовать, фотографировать и затем искать им семьи. Радостно. Вот ребята к нам приехали из Якутска. У Питера кофточка порвалась, мы ее сняли. То есть она висела на одной лапе. Вот они довольны, что приехали. Головастого мальчишку Питера, конечно, нужно откармливать. Он очень худой. Прививать. И он еще совсем подросток. Нужна будет социализация, чтобы мальчишка знал правила поведения, поводок и научился слушать и слушаться. Фрэнк, очень добрый парень. Очень рад тому, что его забрали из ППЖ. Веселится и буйно радуется своей новой жизни. Он в тепле, в сытости и среди добрых людей. Ему уделяют внимание, чему он безмерно рад. Фрэнк, неси сюда миску. Фрэнк, неси миску. Неси миску. Молодец. На тебе кнудлик, зайка. На тебе кнудлик. На, молодец. Давай. Давай, Фрэнки, Фрэнк. Фрэнк, неси мисочку. Иди неси мисочку. Неси мисочку. Скорей, мальчик. Скорей. Ты молодец. Держи кнудлики. Ай, ты молодец какой. Вот, держи. Ну давай, Фрэнк. Фрэнка. Фрэнк, на тебе еще. Все, да? На сегодня закончили занятия. Со вторым рейсом мы встретили двух замечательных щенков. Это голубоглазый гаврош, как назвала его наша подписчица Елена, и красавец Данка. Пусть будет Данка. Они также уехали на платную передержку. Друзья, очень надеюсь на вашу помощь в оплате передержек. Мы спасли эти чудесные создания от гибели.
А дальше начинается рутинная, но такая нужная работа по адаптации, социализации и поиску семей. Друзья, если кто-то готов на постоянную ежемесячную помощь кому-то из прилетевших спасенышей, напишите нам, пожалуйста, мы будем очень вам признательны. Эта помощь нужна будет каждому из них до пристройства. Мы очень стараемся найти им семьи. И до пристройства нам просто необходима ваша помощь, чтобы она была ежемесячной и регулярной. Кто на какую сумму сможет, осилит. Пожалуйста. По вопросам финкураторства пишите мне на указанный под роликом WhatsApp. Нам всегда нужны финкураторы на каждую спасенную душу. Пожалуйста, помните о них. Нам всегда нужна помощь. Там очень много собак, которые ждут самолет, ждут своего пассажира, ждут, когда прилетят переноски, всегда чего-то ждут. Мороз там крепчает. И у нас безвыходная ситуация. У нас то одного нет, то другого нет, то денег нет. И так постоянно. Ждем пассажиров, ждем переноски и очень ждем, что вы всегда будете с нами. Помогайте нам, пожалуйста. На очереди в ближайшее время, на декабрь, нам надо вывести 17 хвостов. А это очень немалые деньги. Пожалуйста, помогайте, иначе они замерзнут. И даже на передержках холодно. Они тоже сидят на передержках на улице, на цепи. Друзья, на сюжет о трехлапиках в ППЖ Руте и Смоки было так много откликов. Я, конечно, рада, что у нас такие сострадательные подписчики. Понятно, что после выпуска из ППЖ девочки недолго бы протянули.
и жуткие морозы, и злые сородичи. В общем, мы с вами спасаем этих бедолаг и попытаемся подарить им жизнь без страданий. Рота поедет к нашей Татьяне, где уже живут якутские Батлер, Плюша и Тимка. А Смоки будет жить на платной передержке. Я очень надеюсь, друзья, на вашу помощь. Нам всегда нужна ваша помощь. Ежедневно. Помогайте, пожалуйста, этим хвостатым. Никого у них нет, кроме нас с вами. Друзья, посмотрите на эту девочку беленькую, трехлапую. Может, кто-нибудь откликнется. Посмотрите, как она давно сидит, давно плачет, уже кричит, воет. Она хочет сказать, как она хочет домой, как она устала здесь, в будке, на цепи. И никакой перспективы. Может, кто-нибудь захочет ее приласкать, взять к себе